Надия Мурад. Последняя девушка. История моего плена и мое сражение с исламским государством. Впервые я увидела вблизи боевика исламского государства на 6-й день осады. У нас кончились мука и вода для питья. Поэтому мы с Атки и 2 нашими племянницами, Раджиан и Несрин, пошли в дом Джало за припасами. Он находился всего в паре минут ходьбы по узкому переулку, а боевики исламского государства по улицам обычно не расхаживали. Они размещались на окраине или на блокпостах, чтобы никто не попытался сбежать. И все же мы боялись выйти из дома. Это было все равно, что шагнуть на неизведанную планету. Ничто в Кочо больше не выглядело знакомым и успокаивающим. Раньше на улицах и переулках всегда было многолюдно. Играли дети, а их родители заходили в лавки или в аптеку. Но теперь деревня как будто вымерла. «Держись рядом со мной», – прошептала я Атки, которая шла впереди, потому что была храбрее всех нас. Мы шагали быстро, словно за нами кто-то гнался. Меня охватил такой страх, что я почти бредила. Мы боялись собственной тени. Войти в дом Джало попросила нас мать. «Зачем беспокоить мужчин?» – сказала она. И мы согласились. Все равно мы целыми днями ничего не делали. Только смотрели телевизор и плакали, худея и слабея с каждым днем. Братья, по крайней мере, ходили в дживат, а когда возвращались, рассказывали, что сказал Мухтар или командир ИГИЛ. Они нажимали на кнопки на своих мобильниках, пытаясь найти кого-нибудь, кто мог бы нам помочь, пока не засыпали от голода и слабости. Мои братья были прирожденными бойцами, как и отец, и я никогда прежде не видела, чтобы их охватывало такое отчаяние. Пора было мне как-то помочь им. Кочо не мог похвастаться удачной планировкой, потому что никто никогда не составлял планов застройки. Понятно, что если у тебя есть земля, то ты селишься на ней, где захочешь. Так что деревня местами представляла собой настоящий лабиринт. Дома расширялись в непредсказуемых направлениях, так что оказались живыми, а в переулках легко затерялся бы любой, не знавший их расположения. Запомнить же его можно было, только если всю жизнь, каждый день ходить из одного дома в другой. Дом Джало стоял на самой окраине, и от внешнего мира его отделяла низкая кирпичная стена. Дальше пустынная местность простиралась до самого Мосула, который теперь был столицей исламского государства в Ираке. Мы открыли металлическую калитку и прошли в кухню. В доме царил порядок, как будто Джало с семьей не покинули его в спешке. Но мне все равно было страшно. Словно в отсутствии хозяев тут завелись призраки. Найдя муку, воду и упаковку детского питания, мы быстро погрузили припасы в сумки, не говоря ни слова. На улице Раджиан показала на стену сада, из которой вывалился кирпич, оставив дыру на высоте примерно на уровне пояса. Когда мы смотрели с крыши нашего дома, ни у кого не хватало смелости задерживать взгляд на боевиках. Такими беззащитными мы себя ощущали. Стена же предоставляла некоторые укрытия, и через эту дыру мы могли бы разглядеть один из блокпостов, окружающих Кочо. «Думаешь, Даиш там?» – спросила Раджиан. Вышла в сад и нагнулась к дыре. Переглянувшись, мы положили на землю свою ношу, подошли к Раджиан и прижались лбами к стене, из которой открывался замечательный обзор.
Метров в 200 располагался блокпост, который раньше занимали пешмерга, а до них иракские военные. Сейчас там были мужчины в мешковатых черных штанах и черных рубашках. За плечами у них висели автоматы. Мы внимательно следили за ними, словно пытаясь разгадать какой-то секретный код. Как они переставляют ноги по пустынной дороге, как поднимают руки, разговаривая друг с другом, и каждый жест казался нам полным угрозы. Еще несколько минут назад нас пугала возможность наткнуться на боевика по дороге, а теперь мы не могли оторвать глаз от них. Я жалела, что не могу услышать их разговоры. Может, они что-то планируют? Тогда было бы неплохо об этом сообщить братьям. Может, они просто хвастаются тем, что захватили Синджар. Тогда, возможно, это нас рассердило бы, и мы бы решились на какие-то активные действия. «Как ты думаешь, что они говорят?» — спросила Раджиан, словно прочитав мои мысли. «Ничего хорошего», — сказала Атки, возвращая нас к реальности. «Пойдем, мы обещали маме быстро вернуться». Мы пошли домой, все еще не до конца веря своим глазам. «Такие же люди удерживают Бассо», — прервала молчание Несрин. «Наверное, ей сейчас так страшно». Переулок сузился, и мы ускорили шаг, пытаясь сохранять спокойствие. Но когда мы вернулись домой и рассказали маме об увиденном, о том, как близко боевики от дома, в котором дети Джало спали несколько дней назад, мы с Несрин не выдержали и расплакались. Я старалась быть сильной и уверенной, но одновременно мне хотелось показать маме, как сильно я испугалась, чтобы она утешила меня. Они так близко. Мы в их руках. Если они захотят сделать с нами что-то плохое, то обязательно сделают, сказала я. Нужно ждать и молиться, ответила мама. Может, нас спасут, и они не причинят нам вреда. Или мы сами как-то спасемся. Не проходило дня, чтобы мы не говорили себе что-то подобное. Наша одежда стала серой от пыли и пота, но мы и не думали переодеваться. Мы перестали есть и пили только немного теплой воды из пластиковых бутылок, стоявших на солнце. Электричество отключалось и не работало до самого конца осады. У нас был генератор, которого хватало для заряда сотовых телефонов и для просмотра новостей о войне с ИГИЛ по телевизору. Заголовки лишали нас последней надежды. На горе Синджар от голода и обезвоживания умерло почти 40 детей. И еще больше погибло во время бегства. Боевики ИГИЛ заняли Башику и Бахсани, две крупные деревни у Мосула. Но, к счастью, многие жители смогли сбежать в иракский Курдистан. Во всем районе Синджара похищены тысячи езидских женщин и девушек. Мы слышали, что игиловцы используют их в качестве рабынь. Каракош, христианский город Ниневии, тоже пал. И почти все его население бежало в иракский Курдистан, где люди жили в недостроенных магазинах и в палатках вокруг церковных садов. Туркмены-шииты в Таль-Афаре сами оказались в осаде. ИГИЛ дошло почти до Эрбиля, но их остановили американцы, как объяснили, для защиты своего консульства. Езидам же на горе Синджар они помогали только авиаударами. В Багдаде царил хаос. Американский президент назвал происходящее с езидами потенциальным геноцидом, но никто не говорил об осаде Кочу. Мы оказались в каком-то новом мире. Жизнь Кочу полностью остановилась, и люди не выходили из домов,
опасаясь, что их увидят боевики. Было странно не общаться с другими жителями деревни. Обычно к нам постоянно кто-нибудь заходил до самой ночи. Мы обедали с друзьями и переговаривались с соседями перед тем, как уснуть на крышах. Теперь же, когда кочу окружала ИГИЛ, казалось опасным даже шептаться с человеком, который лежал рядом. Потеря аппетита казалась способом обезопасить себя, как будто, отказавшись от еды и похудев, мы станем невидимыми. Люди выходили из дома только чтобы проведать родственников, пополнить припасы или помочь больным. Но даже тогда они передвигались быстро от одного убежища к другому, словно насекомые, бегущие от метлы. Тем не менее, однажды вечером многие собрались на Батесми, праздник, который отмечают в основном езидские семьи турецкого происхождения. Обычно он приходится на декабрь, но Халаф, чья семья отмечала этот праздник, решил, что нужно провести церемонию именно сейчас, когда страх разобщает нас и лишает надежды. Батесми – это время молитв к Талси-Малаку. Но что было еще важнее для нас во время осады, это напоминание о езидах, вынужденных покинуть свои земли, о тех езидах, которые, как и предки Халафа, когда-то жили в Турции, прежде чем их выгнали турки-османы. В дом Халафа было приглашено почти все население Кочу. 4 неженатых мужчин, души которых, как считалось, еще чисты, испекли традиционный хлеб для Батесми. Дождавшись заката, люди стали стекаться к дому Халафа. По пути мы предупреждали друг друга не привлекать внимания. «Не шумите», — шептали мы. Я шла с Атки, и мы обе были напуганы. Если бы боевики ИГИЛ узнали, что мы делаем, то Халафа бы точно наказали за совершение языческих ритуалов. Но я не знала, что сделают боевики с остальными. Оставалось только надеяться на то, что еще не поздно взывать к Богу. В доме Халафа потушили огни, и люди сгрудились вокруг свежеиспеченного поднявшегося хлеба, который положили на подставку, чтобы он остыл и опал, прежде чем его благословит глава дома. Если его поверхность останется целой, то это означает удачу. Если она треснет, то с семьей может случиться что-то плохое. Хлеб был обычным, потому что мы находились в осаде. Обычно его приправляют орехом и изюмом, но выглядел прочным и круглым, без всяких морщин и трещин. За исключением приглушенных всхлипываний и редкого треска ветвей в печи, в доме Халафа стояла тишина. Знакомый запах свежеиспеченного хлеба окутал меня, словно одеялом. Я не оглядывалась в поисках Лала и других школьных подруг, которых не видела с начала осады, а старалась сосредоточиться на ритуале. Халаф начал молитву. «Да возьмет Бог этого священного хлеба мою душу как жертву за всю деревню». Всхлипывания усилились. Некоторые мужчины пытались утешить своих жен, но я думала, что плакать в доме Халафа, где нас могли услышать боевики на блокпостах, было признаком храбрости, а не слабости. Потом мы с Атки молча вернулись домой и поднялись на крышу. Те, кто оставался охранять дом, устало улеглись на матрасы, радуясь нашему благополучному возвращению. Женщины к тому времени спали на одной стороне крыши, а мужчины на другой. Братья не отрывались от своих телефонов, и мы старались не плакать, чтобы не расстраивать их еще сильнее. В ту ночь мне удалось немного заснуть, а перед рассветом мать разбудила меня. «Пора спускаться», – прошептала она. И я на цыпочках спустилась в темный двор, молясь, чтобы нас никто не увидел.
В моей семье о том, чтобы дать отпор ИГИЛ, больше всех мечтал Хаджи. Боевики в Дживате говорили, что если мы не примем ислам, то они сами отвезут нас к горе Синджар. Но Хаджи был уверен, что они врут. Они просто хотят, чтобы мы оставались мирными, повторял он, и не подумали сражаться с ними. Время от времени я видела, как Хаджи перешептывается с нашими соседями через стену сада, и было похоже, что они что-то замышляют. Они внимательно приглядывались к колоннам ИГИЛ, проезжающим мимо деревни. «Возвращаются с резни», — говорил Хаджи, поворачивая голову вслед за грузовиками. Иногда он всю ночь смотрел телевизор, распаляясь от гнева. Хаджи не единственный в деревне мечтал о восстании. Многие семьи, как и наша, прятали оружие и обсуждали, как применить его для нападения на блокпосты. Прошедшие военную подготовку мужчины хотели доказать свою храбрость, но понимали, что сколько бы боевиков они не убили своими спрятанными ножами или автоматами Калашникова, на смену им придут новые, и пострадает много людей из деревни. Даже если мы объединимся и убьем всех боевиков вокруг деревни, то нам некуда идти. ИГИЛ контролировала все дороги из Кочу, и в его распоряжении были все машины и оружие, захваченные у иракской армии. Так что идея восстания была, по сути, фантазией. Но для мужчин вроде Хаджи сама мысль о противостоянии помогала не сходить с ума в ожидании. Каждый день мужчины собирались в Дживате и пытались разработать какой-то план. Если мы не можем сбежать, проложить себе путь силой или спрятаться, то сумеем ли обмануть боевиков? Может сказать, что мы собираемся принять ислам, и это поможет выиграть время? Было решено, что если какой-нибудь боевик начнет угрожать женщинам или девушкам из Кочу, или если он дотронется до кого-нибудь из них, то можно притвориться, что мы готовы к обращению. Но этот план так и не удалось осуществить. Женщины совещались между собой о том, как нам прятаться, если боевики ИГИЛ придут нас убивать. В Кочу было много потайных мест, вроде глубоких, почти пересохших колодцев и подвалов со скрытыми входами. Среди сена или мешков с пищей для скота можно было укрываться достаточно долго даже мужчинам. Но мужчины отказывались прятаться. «Пусть лучше нас убьют, чем оставить вас одних с Даиш», — говорили они. Пока мы ждали своей участи и теряли надежду на спасение, я пыталась представить, что ожидает меня и мою семью. Я стала размышлять о смерти. До прихода ИГИЛ мы не привыкли к тому, что умирают молодые люди, и мне не нравилось говорить о смерти. Даже мысль о ней меня пугала. Потом, в начале 2014 года, неожиданно погибли двое молодых людей из Кочу. Сначала был убит пограничник полицейский по имени Измаил во время теракта на территории к югу от Кочу, где уже набирала силу ИГИЛ. Измаил был примерно ровесником Хизни, тихим и благочестивым. Тогда впервые от рук ИГИЛ погиб житель Кочу, и все стали беспокоиться о своих родных, работавших на правительство. Хизни находился в полицейском участке Синджара как раз когда привезли тело Измаила, и мы узнали о его смерти раньше остальных, даже раньше его жены и родных. Это были такие же бедняки, как мы. И Измаил поступил на службу в полицию из-за денег, как и мои братья. В то утро я шла в школу длинной дорогой, обходя его дом. Я не могла заставить себя пройти мимо, помня, что он мертв, и его семья еще этого не знает. Когда весть о его гибели распространилась по деревне, мужчины стали стрелять в воздух, а девочки в классе, услышав стрельбу, заплакали. Езиды считают благословением возможность подготовить тело к похоронам
и иногда сидят рядом с ним до восхода солнца. Измаила готовил мой брат Хизни. Он омыл его тело, заплел волосы, одел его в белое, а потом завернул в одеяло, которое принесла жена погибшего. Под ним они спали в первую брачную ночь. Долгая процессия жителей проводила умершего до окраины, где его погрузили на грузовик, чтобы отвезти на кладбище. Несколько месяцев спустя мою подругу случайно подстрелил ее племянник, играя с охотничьим ружьем на их ферме. Накануне вечером мы как раз разговаривали об экзаменах и о своих братьях-хулиганах, которых задержали за драку. Ширин вспомнила про Измаила. Перед его гибелью он ей приснился. В том сне во всем Кочу произошло что-то страшное. «Все плакали», — сказала она. Потом с виноватым видом добавила: «Наверное, это предвещало смерть Измаила. Теперь я уверена, что сон говорил и о ее гибели тоже. Или о племяннике, который отказался покидать дом после этого случая. А может, даже и о приходе в Кочу-Игил». Ширин подготавливала моя мать, покрасив ее руки красновато-коричневой хной и перевязав их белым шарфом. Поскольку она была незамужней, ее волосы убрали в одну длинную косу. Если у нее были какие-то золотые украшения, то их положили вместе с ней. Когда хоронят человека, то нужно похоронить и золото, говорят езиды. Как и Измаила, Ширин омыли и одели в белое, а после пронесли ее тело во главе траурной процессии до окраины, где поджидал грузовик. Эти ритуалы очень важны, потому что, согласно езидизму, загробная жизнь предъявляет много требований, и мертвые в ней могут страдать точно так же, как и живые. Они полагаются на нашу помощь и сообщают нам, что им нужно в наших снах. Часто бывает, что во сне людям являются родные, которые жалуются на голод или носят потрепанную одежду. Проснувшись, люди раздают бедным еду или одежду, а в награду Бог дает их покойным близким еду и одежду в загробной жизни. Мы считаем, что каждый езид должен совершать такие благие дела, отчасти потому, что верим в переселение душ. Если ты был хорошим человеком и благочестивым езидом при жизни, то твоя душа возродится снова, и ты вернешься к людям, которые тебя оплакивали. Но прежде ты должен доказать Богу и Его ангелам, что заслуживаешь возвращения на землю, к жизни, которая даже может быть лучше той, что ты оставил. Пока душа странствует в загробной жизни в ожидании возрождения, с телом дело обстоит проще. Нас обмывают, заворачивают в ткань и хоронят, отмечая могилу кольцом обычных камней. Нас должно как можно меньше преград отделять от земли, чтобы мы быстрее передали наши тела, чистые и целые, породившие нас земле. Важно, чтобы езиды похоронили как следует, с молитвами. Без этих ритуалов наши души могут и не возродиться, а тела никогда не вернутся домой. Надия Мурад. Последняя девушка. История моего плена и мое сражение с исламским государством.